Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Алексей. И сегодня у нас пятница. А значит, по традиции, сегодня будет кулинарный влог. И сегодня мы с вами, сегодня я буду готовить для вас и себя тушеную рыбу в микроволновке. Я это блюдо давно уже не готовил. Наконец-то закончился нерест. Мой отец стал ездить на рыбалку, и у меня стала появляться рыба. Рыба сушеная, рыба сырая. Ну вот, в общем, вот такую рыбку замечательную мы сегодня с вами будем готовить. Что нам для этого понадобится? Понятное дело, нам понадобится рыба. Я буду впервые делать с томатами. До этого я всегда ее делал просто на масле. Поэтому сразу говорю, масло нам тоже понадобится. У меня дома закончилось обычное масло. Поэтому буду использовать вот такое вот оливковое. Надеюсь, что ничего не испорчу. Но для этого у нас и создан такой канал. Влог. Чтобы я что-то готовил, экспериментировал и делился с вами. Можно продолжать или нет? Так, специи нам понадобится черный перец. Я взял вот такой вот горошек. Понадобится лавровый лист. У меня он такой вот закупоренный в баночке. Мне понадобится для разделки рыбы. Ну вот, кстати, если обратили внимание, она уже разделана. Спасибо большое папе. Папа ее почистил, выпустил все кишки, чешую. Мне только надо будет обрезать, друзья, лишнее от этой рыбы. Кстати, ножницы эти у меня от Avon. Может быть, кто-то узнал? Ставьте лайк, пишите комментарии, у кого есть такие же от Avon ножницы. Вот. Понадобится нам сахара немножечко, лимонный сок, ну, в данный момент это сам лимон. Вот. И соль и луковица. Вот, в принципе, и все. Понадобится потом нам чуть позже вода. Ну, а сейчас давайте непосредственно начнем приготовление. Так, друзья. Начнем приготовление рыбки. Так, для начала мы ее подготовим, да? Разделаем. И мне нужна еще чашечка. Куда мы ее будем разделывать? Что я делаю? Я обрезаю все плавники и голову. Я же делаю это... консерву. Да, друзья, это тушеная рыба, это будет у нас как консерва. То есть мы с вами ее разварим до такой степени, что ее можно будет кушать с косточками. Поэтому мы убираем лишние это плавники и голову. Так, пока сюда положим. Ой, друзья, неделя была такая тяжелая, вот честное слово, я так вымотался, долечил зубы наконец-то. Лечение закончилось, теперь еще нужен... Ой, забыл тут плавничок. Теперь еще осталось к стоматологу, который зубы-то ставит. Который ставит зубы. Когда зуба нету, как его зовут, этого стоматолога. Вот, еще теперь сейчас месяц отдохну. Ну и денежки подкоплю, потому что стоматолог это удовольствие не из дешевых. Поэтому потом... На этой неделе, ну не буду сейчас говорить немножечко, я хочу расширить свой бизнес. И у меня эта вся неделя была вот такая кипишная. Кто работа, кто поиски там, дела. Вот. И плюс еще эта неделя у меня ознаменовалась тем, что я наконец-то нашел время, силы. Хотя на этой неделе было очень тяжело это сделать. И я, друзья, купил наконец-то плиту, электроплиту, друзья. У меня новая плита, но ее жду сегодня. Да, вот сегодня ровно в пятницу, когда я делаю кулинарный влог. Даша, попрошайка, мне должны ее сегодня уже привезти. Вот, было бы интересно, если бы ее привезли во время влога. Что дальше? Вообще, я ее нарезаю небольшими кусочками, ну, чтобы наверняка она у меня протушилась. Вот таким вот образом. Нарезаем. У кого нету мультиварки, те, конечно, тоже могут ее приготовить. Если вы живете в своем доме, то это лучше, конечно. Вы можете поставить на плиту. Кстати, можно это сделать на природе или там на даче.
У меня в микроволновке эта процедура займет где-то часа 2. Ну, я такую порцию впервые готовлю, маленькую. Вот. Друзья, теперь что мы делаем? Теперь нам надо ее посолить. И желательно не просто посолить, а просолить, чтобы она немножечко постояла. Поэтому давайте я сейчас ее... Ну вот, я думаю, пока хватит. Все, рыбочку мы просаливаем, отставляем ее в стороночку и умываем руки. Так, все, рыбу мы с вами просолили. Чтобы Дашка ее не съела, мы ее накроем крышечкой. Пусть она немножечко, ну я не знаю, с полчасика, может быть, постоит, просолится. И я пока выключу видеокамеру, потому что нам сейчас надо будет нарезать лук. Чтобы он не сох, мы его сейчас резать не будем. Непосредственно перед заправкой мультиварки мы его начнем резать. Поэтому, друзья, не разбегаемся, ровно полчаса. У вас пролетят как 1 минута. Я обещал, пацан сказал, пацан сделал. Минута пролетела. Ну, у вас минута, у меня на самом деле полчаса. Что мы делаем дальше? Мы с вами дальше режем лук. Можете кольцами, можете полукольцами. Я не знаю, я не вижу здесь особой разницы. Дело в том, что этот лук, он у нас, если честно сказать, он у нас в хлам. В хлам разварится. Поэтому в каком он виде будет, звездочкой, шариком, кругляшочком, вообще значения не имеет. Друзья, ну когда вы мне подарите новую доску? Ну смотрите, что это. Кулинарный влог вести просто. А мне пофигу. Я же не Андрей Макаревич, который ведет программу «Смак». Поэтому так как есть, друзья мои. Итак, это у меня чаша из-под мультиварки. Вот такая вот страшная. Друзья, у меня же 2 мультиварки. Эта мультиварка у меня уже давно. Эту мультиварку мне подарила моя наставница, мой менеджер по работе в Avon, да? Анна Петровна. Она мне подарила, когда я купил себе квартиру. Первую квартиру. Она, ну как входные, что ли, как это назвать. Дарят же подарки на новоселье. Вот. И эта мультиварка у меня, она идет как скороварка. Я чуть позже вам ее покажу. Вот. Сейчас что мы делаем? Мы добавляем на дно мультиварки масло. Колдуй, 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 колдуй. Вот, друзья, масло мы добавили. И теперь мы будем с вами укладывать рыбу. Так, смотрите. У нас... ой, господи, вы знаете, лук ядреный. Слезятся глаза, не могу. Так, все, я поперчил. Теперь наша задача... задача камеру поставить на штатив. Так, камеру вернули на штатив. Теперь нам надо сделать сок. Теперь нам надо воду. Я налил сюда в чашку воды, чтобы ее заправить соком лимона. Когда же я себе еще куплю? Хочу купить. Специально есть такие сейчас штуки, которые сок лимона выдавливают. Поэтому приходится все делать вручную. Поэтому, друзья, я вот таким образом. Зубы-то теперь у меня целые. Теперь я могу грызть все, что хочу. Не, на самом деле, конечно, еще пока рано говорить. Очень, друзья, рекомендую. Да, показалось, в домофон звонит. Я же плиту жду. Ну, о, господи. Ну вот, вроде бы еще выжит. Так. Ага. Зашибись. О. Ну вот и все, друзья. Осталось совсем чуть-чуть. Осталось совсем немного. Сейчас я подключу мультиварочку и покажу вам дальше. Так, друзья, вот я приготовил мультиварочку. Видок у нее, конечно. Ну что, она же старушка. Она старая. Так, заправляем водичкой. О, как я четко сделал. Ну, не глаз, а алмаз.
алмаз. Добавляем лавровый лист. Ой, что-то, мне кажется, я много добавил. Да и ладно, лишь бы было вкусно. Так, помидоры у нас, друзья. Помидоры у нас пойдут с вами в самом конце. Сейчас мы с вами ставим в мультиварочку нашу чашу. Ставим мы ее в режим тушения. О боже мой, а где у меня крышечка? Крышечка моя, крышечка. Вот она крышечка, друзья. Ставим в режим тушения где-то на... У меня режим тушения идет, по-моему, 40 минут. Но не забывайте, у меня мультиварка, скороварка. То есть я 2 раза ставлю в режим тушения 40 плюс 40, 80, да? 80 минут я тушу. И у меня это, извините за выражение, в хлам все разваривается. Значит, я сейчас ставлю на 40 минут на первую партию. И потом мы с вами возвращаемся, потому что через 40 минут мы с вами добавим томатную пасту. Ну, так как у меня вместо томатной пасты помидоры, давайте не расходитесь, для вас эти 40 минут пролетят как 1 минута. Так, друзья, первые 40 минут пролетели, как я и говорил. Так, спускаем. Сначала я пока буду спускать воздух. Я почистил помидорчики. Теперь я их натру на терочке и буду добавлять в мультиварку. Итак, час X настал. Помидорки готовы. Если у вас нет помидор, то, наверное, можно использовать томатную пасту. Я хочу с помидорками. Так, друзья. Отправляем помидорки. И мы будем закрывать с вами еще на 40 минут. Но это в мультиварке при условии, что у вас мультиварка скороварка. А так рыбу надо тушить часа, знаете, 1,5-2. Ну, в зависимости от рыбы. Вот, ну что, ставлю все испачкал. Ставим мультиварку еще на 40 минут и возвращаюсь к вам, чтобы дегустировать уже рыбу. Самая вкусная, наверное, и самая приятная часть кулинарного влога — это дегустация. Ну что, давайте попробуем. Очень горячо, очень горячо. Я вам скажу, довольно необычно, потому что я впервые делаю этот рецепт с томатом. Рыбу я делал, в принципе, постоянно. Ну вот с томатом я делаю первый раз. Вы знаете, видите, я когда готовлю такой рецепт, я обычно не открываю мультиварку, а включаю продлить еще на 40 минут. И у меня косточки развариваются, ну, прям в хлам, я бы сказал. Здесь мне пришлось открыть, чтобы добавить томаты, да? И поэтому чуть-чуть такое ощущение, что те косточки, ну, вот, которые хребтовые, ой, господи, хребтовые. То есть вот эта вот косточка, получается, которая у нас идет позвоночная, не у нас, у рыбы, она немножечко жестковата. А так, в принципе, неплохо. Я прям рекомендую. Знаете, помидорки дали такую кислиночку. Я еще раз говорю, что я впервые с помидорами делаю. Мне нравится, ребята. Очень вкусно. Очень. Друзья мои, ну ладно. Давайте я вкратце еще раз расскажу. Эта неделя у меня выдалась очень тяжелая. Поэтому надеюсь, что следующая неделя будет интереснее и лучше. Нет, я неправильно сказал. Дело
Дело не в том, что эта неделя неинтересная, она просто тяжелая. Во-первых, у меня был стоматолог. Я закончил лечение зубов. Теперь впереди меня ждет протезирование. Во-вторых, как я уже говорил, что я хочу расшириться, я хочу открыть бизнес. Я открываю бизнес. Я буду делать бабки, я куплю себе шмутки. Вот, короче, хочу открыть бизнес. Какой, пока не буду говорить. Пока еще только задумки, все это как бы, ну, непонятно, но вроде бы как процесс пошел. Вот, всю неделю бегал, всю неделю искал, думал. Во-вторых, плиту, наконец-то я купил плиту, но вот, к сожалению, думал, сейчас ее привезут, и я сразу в кулинарном влоге еще и покажу вам новую мою плиту. Плиту еще не привезли, кулинарный влог уже заканчивается, поэтому я надеюсь, что как ее привезут, я обязательно сделаю видео отдельно, напишите здесь в комментарии, хотите ли вы посмотреть. Нет, вы ее в любом случае увидите, когда я буду делать кулинарные влоги уже следующих недель. Вот, ну что, друзья мои, спасибо большое, что досмотрели. Нет, чтобы закончить нормально влог, Лешка сидит жрет. Друзья мои, спасибо большое, что досмотрели очередной мой кулинарный влог до конца. Я надеюсь, что вы попробуете обязательно этот рецепт сделать. Ну прям, слушайте, ну вкусняшка. Прям мне очень понравился. Буду делать еще раз с помидорками. Папа, привези рыбы побольше. Кстати, он по пятницам обычно ездит на рыбалку. Сегодня он вечером уезжает на рыбалку. Ждем новой рыбы и новые рецепты. Друзья, ну и самое главное, не забудьте, 10 июля моему каналу исполняется 2 года. Я вас всех приглашаю к себе на день рождения. Мы в прямом эфире с вами отметим немножечко, поговорим обо всем. Поэтому приходите 10 июля на мой канал. Я еще ближе к этой дате напишу время время торжества, но я так думаю, что это будет вечернее время, это будет, по-моему, суббота, поэтому я надеюсь, что вы отложите все свои дела и придете ко мне на день рождения. Я очень сильно хочу вас всех видеть в этот торжественный день. Ну что, дорогие мои, спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Всем приятного аппетита, всем отличных выходных, до встречи на следующей неделе. Пока-пока. Пока.